Слово предоставляется лидеру Народно-патриотических сил России, председателю Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации товарищу Зюганову. Дорогие друзья, товарищи, мои соотечественники, всемирный финансово-экономический кризис, в яму которого Россия провалилась глубже всех, совпал с политическим кризисом России, когда банкротство партии власти, неспособность ее решить ни одного вопроса, была реализована в ходе выборов в результате невиданной фальсификации и унижения граждан нашей державы. Таких грязных и мерзких выборов в нашей стране за 20 лет не было. Все, что было изобретено на московском асфальте, все опустилось от Владивостока и Сахалина до Калининграда и Питера. Уже обратились суды с 1500 заявлениями, которые будут рассмотрены. Мы вновь призываем не прощать ни одного факта, все вскрыть и заявить прямо. Все, кто воровал голоса, они воровали не просто голоса, они узурпировали власть, они, по сути дела, являются государственными преступниками без срока давности. Все это будет рассмотрено, и преступники будут наказаны. Будут наказаны. Будут наказаны. Заявите всем, на всех участках, во всех городах и селах, всем председателям комиссий, всем, кто в ТИКах приписывал голоса, они государственные преступники и ответят за это. Официально заявляю господину Путину, что те его помощники, которые на местах давали команды выдавливать 60% голосов, они не просто преступники, они законченные мерзавцы, которые разворовали полстраны и не дают народу исправить ситуацию бюллетенем на честных и достойных выборах. Этих результатов, где все почти голоса сыпали ведро по имени России, хватит мужества у господина Путина своими подручными отказаться. И тем не менее, и эти голоса приплюсовали себя и говорят, что они кого-то победили. Они никого не победили. Они, по сути дела, предают страну и уродуют ее, разлагая морально-политически. Мы требуем немедленного создания комиссии Государственной Думы для расследования всех фактов грубейших нарушений. Мы считаем, должна быть оставлена не только Чуров, вся избирательная комиссия, которая не пресекла ни одного факта нарушения выборов в нашей стране. Поддержите! Поддержите! Хочу представить главные идеи, с которыми мы идем на выборы. Сегодня госдолг, все долги России уже больше золотовалютных резервов. Если завтра их запросят, страна полный банкрот. Сегодня продолжается старая политика, когда деньги, полученные за нефть и газ, снова отправляются в зарубежные банки подпитывать финансовый империализм. Они за эти деньги воюют в Ираке, удушили Ливию и расправляются, превратив наркопритон Афганистан. Они за эти деньги поддерживают своих банкиров, предприятия и выдавливают нас со всех рынков мира. Заявляю официально, все ресурсы природные, которые есть в стране, будут работать на каждого человека. Мы уже собрали 10 миллионов подписей под национализацией минерально-сырьевой базы страны, которая будет работать на каждого человека. Второе главное, поддержите.
отчузывается молодежи, они им будет в первую очередь молодым семьям представлено жилье, необходимые земельные наделы, все, что связано с вашей собственностью, от квартир, домов, машин, дач, будет оформлено, и пусть вас не пугают, что придут и отберут. У вас уже отбирать нечего, все отобрали и все поделили. Молодым людям уже не осталось заводов, их растащили и уничтожили. Им не осталось фабрик, уже захватили и плохо работают. Им не осталось куска земли, они или ее пустили себе в оборот, или, по сути дела, заросла бурьяном и чертополохом. Граждане страны будут полноценными хозяевами, и молодежь получит все необходимое для достойного развития, нормальной работы и уверенного взгляда в будущее. Оказывается, Дарькин может работать, когда весь Приморский край восстал против этого. Оказывается, господин Сердюков и дальше может разворовывать и уничтожать все, что плохо лежит. Из 2 триллионов, которые выделили на перевооружение, 400 миллиардов макнули и не хотят отвечать. Оказывается, господин Фурсенко и дальше может гробить народное образование, превращая его в торговую лавку. Оказывается, его подручные по-прежнему сидят на своих местах и не хотят подвинуться даже на фоне невиданного кризиса и страшного спада. Мы сформируем правительство из достойных людей. Оно будет регулярно отчитываться перед вами и Государственной Думой. Это будет правительство профессионалов. Оно так же, как после дефолта 1998 года, сможет вытащить страну из той ямы, куда ее сегодня затолкали. Алферов, который вместе с академиями подготовили уже программу развития производительных сил и поддержки всех отраслей производства и прежде всего науки и образования. У нас 2 моих заместителя, Мельников и Кашин, люди с государственным опытом и умом, которые прошли огромную школу и в состоянии возглавить ведущие направления. В нашей команде адмирал Камаедов командовал 3 флотами и сегодня блестяще занимается безопасностью в Государственной Думе. В нашей команде плеяда деловых людей, которые великолепно знают сельское хозяйство, во главе с Харитоновым Стародубцев, которые доказали, что они возглавляли лучшее хозяйство в нашей стране. В нашей команде плеяда молодых людей во главе с Афониным, которые в состоянии двигать молодежную политику, спорт и культуру и поддерживать всех вас. Поддержите наше правительство народного доверия. Поддержите. Поддержите. Да здравствует наш народ, да здравствует советская власть, да здравствует Великий Союз, да здравствует наши победы. Ура! Союзу! Награждение сил! Ура!